Слышно, видно меня? Моя камера заработала. Так, все, коллеги, добрый день. Извиняемся за небольшие технические накладки. Слышно, видно меня? Угу. Все, начинаем тогда. Коллеги, меня зовут Афанасий Юрий Валентинович, город Череповец, Вологодская область. Недавно мы были в вашем великолепном городе и договорились с организаторами провести несколько конференций, несколько обучающих семинаров на тему детской психиатрии и информационной безопасности. Поэтому сегодня мы проведем некое такое вводное занятие, где разберем основные вопросы по детской психиатрии. Вокруг этого большое количество мифов. Уже вот я 5-ю конференцию за 2 дня посмотрел. Ну, скажем так, ситуация не особо радует. Много ярлыков, много непонятных вопросов. Ну и как будущим родителям, в принципе, нам, как специалистам, надо познакомиться. Встречаться нам придется, вам как родителям, мне как врачу, но вот чтобы, как говорится, сделать это в рамках просто диспансерных осмотров, либо каких-то выдачи документов на запросы вашего ребенка, разберем все-таки, чем мы занимаемся и какие вопросы мы можем решать, а также уберем основные мифы, которые плавают вокруг нашей деятельности. Я так понимаю, что у нас сегодня родители, которые и готовятся стать родителями, да, и те, кто уже детей имеют. Ну, практика показывает, что у нас, как правило, подключаются родители, которые либо уже имели опыт общения, да, либо имеют какие-то истории и готовы задавать вопросы. Поэтому, коллеги, если есть вопросы, можете в прямом эфире писать. И педагоги, очень хорошо, коллеги, педагоги, без вас никуда. Поэтому, если есть вопросы, можете писать в чате. Я понимаю, что не всегда вопросы вы можете озвучить. Мы дадим контакты, если это в наших силах, мы вас проконсультируем дистанционно. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Детская психиатрия и подростковая психиатрия. Проблема, да, уважаемые родители и коллеги, в том, что если я вам сейчас задам вопрос, попробуйте на него ответить. Как вы думаете, специальность детской психиатрии вообще в России есть? Я специально дам вам несколько моментов подумать. Да, коллеги, как вы думаете, вообще официально специальность детского психиатра в России существует? Так, есть какие-то версии, коллеги? Должна быть, Анна, да. Вот приблизительно, должно быть, есть, нет. Вот, коллеги, вообще универсальная ситуация. Да, нет, вроде должна быть. Вот, в принципе, вот это все, говорится, про тему нашего сегодняшнего разговора. Вроде мы слышали, мы знаем, но не уверены точно. А еще всегда, да, и куча мифов, которые не соответствуют действительности. К сожалению, коллеги, специальности детской психиатрии в России не существует с 1995 года. То есть официально детских психиатров у нас не готовят. У нас есть должность. Вот этот парадокс, да, специальности нет, то есть специально никто не занимается нашей подготовкой, а должность есть. И вот это, наверное, самая такая ключевая болевая точка современной психиатрии. Есть целые регионы, где вообще нет ни одного врача-психиатра. Целые регионы, где нету вообще врачей подростковых психиатров. И поэтому часто, даже если они есть, эти должности занимают либо люди, скажем так, далекие от детства, вот я бывший педиатр, поэтому я с детьми всю жизнь работаю, либо совместители, ну а чаще всего это вообще врачи-неврологи или даже педиатры. То есть действительно высококлассных специалистов у нас в стране очень и очень мало. И действительно вся концентрация происходит в крупных городах. Это Питер, Москва. Это Бехтерева, да, и Институт Сухаревой. Вот, наверное, 2 таких мощнейших флагмана, куда все-таки можно обращаться, если есть экспертные вопросы. Но за справкой на ПМПК, за какой-то консультацией, понятно, что мы в Питер, Москву не поедем, поэтому многие вопросы мы вынуждены решать на местах.
Вообще психиатрия – это большая комплексная наука, которая, между прочим, включает в себя наркологию. Многие считают, что наркология – это отдельная медицина, и во многих регионах наркология действительно находится отдельно, даже в отдельных зданиях, как, собственно говоря, и у нас. И это правильное разделение, потому что нельзя мешать психиатрических и наркологических больных. Но в большинстве регионов, я видел, да, есть объединение. То есть и наркологи, и психиатры сидят под одной крышей. Это доставляет, да, определенные трудности, да, и прежде всего посещению таких заведений, ну, не самые приятные моменты, когда вы сидите, да, со своим ребенком, а мимо пролетает скорая помощь, или вы сидите в коридоре, а напротив вас находится там сумасшедший либо наркологически больной. Это есть, от этого не уйти, об этом надо говорить, и посещение, скажем так, наших заведений – это не самые приятные моменты, прежде всего, действительно морально. Но необходимо, ничего страшного в этом абсолютно нет. Довольно-таки большая часть мифов будет крыться среди психотерапии. Мы считаем, что традиционно психотерапевт – это сидящий удобно психиатр, лежащий на кушетке пациент. Но на самом деле психотерапевтов, тем более детских, у нас тоже катастрофически мало, и они все концентрируются в больших городах. Ну и самая, наверное, универсальная система входа, если есть проблема, это все-таки психологи, причем и психологи медицинские. Так уж получилось, что прежде чем идти к нам, многие обращаются к частным психологам. Поэтому мне бы здесь хотелось поставить, да, знак такой восклицания. В принципе, ничего страшного там нет. Если психолог грамотный, если психолог компетентный, то, в принципе, к нему можно обратиться по решению каких-то вопросов. Но, коллеги, если это экспертный вопрос, такие как оформление инвалидности, определение образовательного маршрута, то здесь официального визита к врачу все-таки не избежать. Итак, на самом деле с врачом-психиатром мы встречаемся гораздо чаще, чем думаем в реальной жизни. Просто, может, это уже происходит в более старшем возрасте, мы не всегда на этом делаем акцент. Но где-то на протяжении последних 2 лет по принципам диспансеризации включены профилактические осмотры врачей-психиатров детей. Вот недавно это было 1 года, но сейчас мы смотрим в 2 года. У меня, конечно, большие вопросы были, да, что мы можем посмотреть в год у ребенка, но, тем не менее, в договоре, да, это было прописано, мы вынуждены были подчиняться этому календарному плану. Но сейчас, слава богу, вроде отнесли в 2 года, где действительно наш взгляд уже может вычленять какие-то проблемные зоны у ваших детей. А буквально лет 7-8 назад вообще психиатры принимали официально с 4 лет. То есть до 4 лет никакие диагнозы психиатрические, в принципе, мы не ставили. И наши отделения были, и наши как раз встречи рассчитаны на то, чтобы все-таки встречаться именно в этом возрасте. Потому что проходит первый основной кризис, какие-то возрастные нормы уже устаканятся, и более-менее картина видна. Но сейчас под благородным, конечно, началом ранней диагностики психических расстройств нас вот вынуждают смотреть в 2 года. Здесь есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, конечно, лучше, чтобы на психическое развитие смотрел специалист, а не невролог, да, я коллегу сегодня буду говорить. Но, с другой стороны, все-таки это довольно-таки ранний срок, на котором мы что-то можем рассмотреть. Часто это происходит путаница, особенно, да, с популяризацией отдельных психиатрических диагнозов, таких как депрессия, например, или аутизм. Сегодня будем об этом говорить. То есть, вот, скорее всего, первая встреча с врачом-психиатром, она произойдет именно в 2 года, если у вас, естественно, есть специалист, который будет этим заниматься. Вопрос родителей, что же может психиатр увидеть в 2 года? Поподробнее потом остановимся. Довольно-таки часто наши клиенты и пациенты приходят к нам для решения экспертных вопросов на комиссию по МПК. Тоже большое количество мифов вокруг этой структуры, но врач-психиатр вообще обязан входить в эту структуру. Если возникают какие-то вопросы, то посещение врача-психиатра, оно тоже становится обязательным, потому что комиссия по МПК – это комиссия, которая будет определять образовательный маршрут вашего ребенка для, например, если там есть трудности либо при оформлении инвалидности, посещение этой структуры обязательно. И без справки психиатра
вас не примут. В принципе, у людей, у которых нет проблем, да, с детьми именно в развитии поведения, просто вы приходите в регистратуре, получаете справку, и с этой справкой потом приходите на комиссию. А вот если у вас экспертные вопросы, такие как определение образовательного маршрута, то здесь, конечно, вас могут порекомендовать пройти какие-то дополнительные обследования, будь то логопед, будь то психолог или просто, да, беседа с психиатром для, опять же, понимания состояния вашего ребенка. Большой кластер проблем, это уже более старшего возраста, это дети, которые попадают к нам в результате каких-то поведенческих трудностей, либо трудностей с усвоением программы. Как правило, здесь у нас 50 на 50, и школа рекомендует. Коллеги, еще раз говорю, обязать нас посещать никто не может. И комиссия по МПК, да, много очень слухов ходит вокруг этой комиссии. Коллеги, справка для ПМПК – это не обязаловка, это рекомендация. Она выдается вам, и вы выбираете, следовать вам этой рекомендации или нет. Поэтому комиссия вся по МПК носит рекомендательный характер. Очень часто специалисты, которые работают, или родители, которые посещают, говорят, вот обязали. Комиссия по МПК, давайте сразу же разберемся, ничему обязать не может. Кроме, да, принести необходимый пакет документов для вынесения вот этой рекомендации. Поэтому рекомендация дана, следовать ей или нет, вы уже решаете для себя сами. А вот когда есть поведенческие проблемы, либо проблемы с обучением, здесь действительно приходят чаще всего либо по рекомендации учителя, но опять же никто вас обязать прийти к нам не может, либо родители приходят сами. Еще проблема, да, где вы можете встретиться с психиатром, это более старший возраст, как правило, это уже по окончанию школы, это когда ребенок приходит, скажем так, из 9 класса и решает уже, идет он в ПТУ, колледж, либо продолжает обучение, и после 11 поступает в институт. При поступлении в эти образовательные звенья также необходимо посетить врача-психиатра. Чаще всего это просто отметка состоит, не состоит на учете. Вопрос о учете. Давайте сразу же разберем. Если вы, как говорится, просто приходите, консультация, никакого учета мы не ставим. Большинство из нас считают, что все, раз попал к психиатру, тебя поставили на учет. Но, коллеги, давайте, да, начнем разбираться в этой ситуации. Вот при том объеме обращения, о котором я сейчас буду рассказывать, поставить всех на учет, коллеги, это нам вздернуться надо. Представляете, да, если через нас проходит там огромное количество. Поэтому, если вы приходите за справкой либо разовой консультацией, даже если посещаете какие-то стационары с целью диагностической, никто на учет вас не поставит. К тому же на учетах у нас существует несколько диспансерных групп, просто консультативные. И если у вас действительно серьезное психиатрическое заболевание, которое все равно выставится после обследования, да, определенного комплекса, тогда мы действительно наберем. Но это очень маленький процент, и действительно там мы диагностируем какие-то тяжелые психические расстройства, о которых мы поговорим. Поэтому разовая консультация, разовое посещение, никакого, да, постановку за собой на учет, все это не ведет. Кроме того, да, часто и наши клиенты, и поведенческие клиенты, они потом приходят к нам, да, как раз когда получают права, и если там не было осложнений с законом, принудительных приводов, лечения, да, как правило, эти диагнозы поведенческие в дальнейшем на жизнь клиентов вообще никак не влияют. Где еще, да, значит, получение прав и получение оружия, и трудовая комиссия. Также вы обязаны будете проходить психиатра. Это делается с той целью, что есть определенные противопоказания. Например, да, больной с эпилепсией не может работать, опять же, на высоте, ДЭО и, там, например, с другими опасностями, временным фактором, который представляет опасность прежде всего для него и для производства. Поэтому, опять же, вот эти трудовые комиссии, водительские, оружейные, никакой нагрузки не несут. Вы приходите, отвечаете на вопрос врача. Если вы нигде не мелькали, ни в базах вас нету, да, то это рутинное посещение, как и простого врача. Военкомат. Опять же, при поступлении необходимо пройти врача-психиатра. Вот эти все моменты,
оружие, работа, учеба и военкомат, они делаются прежде всего для того, чтобы не пропустить действительно наших пациентов вот к управлению транспортом. Да, человек с легкой усталостью имеет противопоказания вождения к транспорту. Я думаю, вы понимаете, да, садить человека интеллектуального неполноценного за руль или выдавать ему оружие, или запускать на высоту, но это чревато последствиям прежде всего для окружающих, не только для него самого. Служба в армии, да, если имеются какие-то трудности были в поведении, да, если мы диагностируем какие-то психотические расстройства, тоже, в принципе, мы не допускаем. Поэтому вот это довольно-таки жесткие ограничения, и выдаем их только в том случае, если все-таки есть процесс, какое-то заболевание, действительно, на котором мы диагностируем. Вот сейчас только что была лекция, многие мамы, например, наоборот, жалуются нам, что слишком быстро мы диагнозы ставим. Вернее, слишком долго мы ставим диагнозы. Да? Если вы попадаете на лечение или диагностические вопросы, у нас курс лечения на стационар, но они действительно большие. Но, коллеги, давайте понимать, что мы решаем экспертные вопросы. Да, уровень интеллекта, способность ребенка усваивать материал. Если мы выводим ребенка на инвалидность, либо на индивидуальное обучение по нашим заболеваниям, то мы должны быть уверены. Да, и вот этот месяц, на самом деле, в жизни ребенка решающей роли не сыграет, а выводы, которые, да, будут сделаны, они могут помочь ребенку в дальнейшем правильно адаптироваться в жизни. Поэтому, да, часто говорят, вот с поведенческими проблемами к нам приходят, вот учителя особенно говорят, вот это почему вы не дали ему индивидуальное обучение? Он опасен и так далее, и так далее. Но, коллеги, еще раз, нарушение поведения мы должны диагностировать в 3 сферах. Школа, дом и больница. Если этого нет у нас, да, если ребенок приходит, имея, да, кучу там проблем из школы либо дома, но у нас он норма, спокойно, да, то мы начинаем уже работать либо с семьей, либо рекомендуем уже, да, другой образовательный маршрут. Для того, чтобы часто бывает именно учеба, да, признаком дезадаптации в дальнейшем. Поэтому вот основные сферы, но ключевая позиция родителей – это, конечно, те вопросы, это образовательное учреждение. То есть, когда ребенок заходит в образовательное учреждение, это 2 вопроса – это поведение и успеваемость. То есть, вот наши основные сферы, где мы довольно-таки активно работаем. Ну, по определению здоровья. Я тут недавно с коллегами проводил тесты и попросил дать их определение здоровью. К ужасу нашему, большинство врачей даже не помнят, что вообще такое за термин здоровье. Так вот, здоровье – это не просто отсутствие болезни как таковой или физических недостатков, а состояние полного физического, душевного, самое главное, социального благополучия. То есть мы очень часто, у нас перекос идет в сторону тела, в сторону соматического здоровья, говоря, да, вот тело здоровое, но напоминаю, что душа не менее важна, и очень часто именно душевное состояние определяет течение даже соматического заболевания. Есть большое количество примеров, да, когда разум может победить до этого, как говорится, тяжелую болезнь, да, когда уже врачи соматические, да, вроде бы сказали, шансов нет. Но за счет именно психических ресурсов происходят, со стороны, можно сказать, чудеса, но тем не менее это просто работа головы. Вообще большое количество у нас ресурсов именно сконцентрировано в голове. От того, как мы себя чувствуем, как мы настроены, как работают наши психические здоровье, процессы, зависит во многом, да, и наше и соматическое здоровье, и наше тело чувствует, и, естественно, адаптация и общение с окружающим. Вот ситуация с ковидом сейчас прекрасно показывает. Да, многие находятся, казалось бы, да, элемент изоляции. И сейчас, да, огромное количество у нас идет жалоб, которые даже никакого отношения к ковиду-то не имеют. Большинство именно тяжелее приносят, да, моменты именно тревоги, страха. Если раньше, когда мы начинали работать по этой теме, многие, особенно взрослые, говорили, да это все ерунда, да там я не переболею, да и мимо меня это точно пройдет, то вот сейчас, да, смотрите, вот в этом состоянии тревоги, депрессии, напряженности, многие уже говорят, слушайте, да быстрее бы переболеть, получить эти антитела, да, и спокойно уже работать. То есть вот это состояние кризиса, тревожности как раз показывает, насколько мы можем работать в стрессовых ситуациях.
Причем, да, у нас даже мы читали, да, лекцию, как переносят изоляцию дети и родители. Все считают, что тяжело детям. На самом деле на первом фронте оказались именно родители. И сейчас, да, момента дистанционного обучения, как ни странно, сначала мы консультировали родителей, да, это был шквал звонков, когда шла консультация, когда вдруг неожиданно, да, может, я сейчас такую непонятную вещь скажу, вся семья оказалась в одном месте. И многие, как нам потом рассказывают, говорят, я впервые на свою семью вместе посмотрел, как мы вообще живем. Потом это был уже вал консультаций именно учителей, педагогов, которые вынуждены были переходить на формы дистанционного обучения, потому что они первые начали осваивать эти методики, именно первые, да, эмоциональное выгорание среди них шло. И потом к ним также стали присоединяться родители. И третья большая волна работы по ковидной ситуации – это были родители и дети выпускных классов, то есть 9, 11. То есть вот можно прямо было отследить, да, по ковидной ситуации, да, какие группы населения психически уязвимо оказались в кризисной ситуации. И, в принципе, это надо учитывать, да, потому что понимание кризисной психологии, как выяснилось, у нас вообще практически не развито. Психическое здоровье, что же оно в себя включает? Такое вроде бы общее понимание состояния благополучия. У каждого свои критерии благополучия. У кого-то, да, что тебе нужно для благополучия? Там, зарплата в 150 тысяч. Что тебе нужно для благополучия? Чтобы были здоровы родные. Поэтому у каждого свои критерии разные, да, и благополучие каждый определяет для себя свое. Но что важно в этом благополучии? Вот именно в этом благополучии мы максимально используем и реализуем свой потенциал. Большинство тем, которые к нам приходят дети, да, собственно говоря, родители, это то, что они, как считают, нереализованных потенциал. И мы знаем такое большое количество, да, и учеников, и родителей, и педагогов, что я вот вроде бы такой умный, а вот сижу на этой должности, а вот этот дурачок прошел вперед, потому что вот и дали бы мне эту возможность, я бы вот полностью реализовал свои способности. Вот эта мысль, да, вместо того, чтобы элементарно, ну, не нравится, смени. Или там выбивайся, пробивайся. Нет, я лучше буду сидеть и думать, что я маленький, да, гениален. Это вот такая идея современных детей сейчас, да, многоцентризм. Я недооценен. Вот я вроде такой красивый, хороший, но вот недооценен. Не позволяет реализовать им как раз собственный потенциал. То есть мы должны, да, понимать критерии нашего благополучия, насколько мы в этом благополучии можем реализоваться. И самое главное, да, насколько мы можем противостоять стрессу. Это часто мы смотрим в теме именно суицида. Вроде бы два одинаковых ребенка, иногда из одной и той же семьи. Один, да, из-за тройки даже и не поперхнется, с улыбочкой придет, а другой из-за тройки закатит такую стельку, хотя вроде все одинаково. То есть вот именно противостоять, ну, так я, конечно, много утрирую, да, вот именно умение противостоять стрессовым ситуациям. Я покажу, да, в какой психической функции это заложено, как ни странно. Именно умение противостоять стрессу, вот также не позволяет нам реализовать. То есть, ну, всегда лучше проводить на своем примере, когда вот наша некоммерческая организация в марте, да, мы сели все на карантин, вот буквально я никогда не проводил вебинары. Сейчас, вот видите, работаем практически на всех платформах, то есть для нашей организации время кризиса она стала прорывным. Я и коллеги мои использовали новые возможности, новый потенциал, да, и как вот эти все системы благополучия включились. И самое главное, да, что мы вносим вклад в жизнь своего сообщества. По возрастным категориям, коллеги, это мы с вами разберем в следующей лекции, почему очень важно понимать возраст. Очень часто на возраст завязаны кризисные периоды. Всего вообще в жизни человека 4 кризисных периода. Но родители знают только 2 кризиса. Это кризис 3 лет, это кризис 7, да, кризис отрицания и пубертатный кризис. Но на самом деле еще есть 2 очень важных кризиса. Это кризис 1 года и кризис 5-6 лет. Вот подробно мы будем рассказывать об этих кризисах. Почему кризисные периоды важны? Потому что происходит переход ребенка на следующую ступень развития. И разбираться в этом надо понимать, да, на какой период что от ребенка можно требовать.
С чем мы сейчас сталкиваемся? У меня у самого ребенка сейчас, да, 1,5 года. Сходили мы с супругой в книжный магазин посмотреть методики, но, честно говоря, у меня волосы встали дыбом. Я не понимаю, зачем ребенок в год должен отличать, да, двухколесный велосипед от моновелосипеда. Там, да, одно колесо, два колеса. Ну, честно вам скажу, да, методики настолько сейчас разбиты, настолько не сбалансированы, что сейчас происходит в головах у родителей очень важное понимание, да, такое недопонимание возможностей ребенка в определенные возрастные категории. Когда вы говорите, да, приходите к логопеду там, или к психологу в 3 года и спрашиваете, что вы сделаете с моим ребенком, когда вам логопед или психолог говорит, я буду развивать логическое мышление вашего ребенка, коллеги, вот мой совет, можете уходить. Потому что логическое мышление, вот я вам скажу сразу, да, вообще по определению, оно начинает работать с 11-12 лет. Поэтому, когда вы ставите пирамидку на пирамидку, это не логическое мышление. Это установление причинно-следственных связей. Это абсолютно другой тип мышления. Именно, да, это конкретное мышление, либо наглядно действенное мышление. Поэтому, вот еще раз говорю, надо четко понимать, в какие периоды что у ребенка созревает и в какие периоды мы можем что ребенку дать. Поэтому, когда вот мне очень нравится фраза одного, да, известного нейрофизиолога, Татьяны Черниговской, да, она говорит, а мой ребенок, я в 3 года научила читать своего ребенка, она ответила просто, ну и дура. По одному простому, да, причине, что вот возраст, у нас, видите, произошла подмена понятий. У нас почему-то сейчас считают, что в детском саду у нас учат, а в школе у нас воспитывают. Хотя все должно быть наоборот. Именно детское дошкольное, да, образование под названием дошкольное, да, это и есть, да, система режимов, система воспитания, система привыкания ребенка, да, к правилам, режимам. А в школе как раз происходит процесс учебы, образования. А у нас, смотрите, мы в 1 класс приходим, у нас требование, чтобы ребенок уже читал. И вопрос, зачем? Поэтому, коллеги, вот сейчас мы тоже поговорим об этом. Вот не лишайте вот своих детей, если, да, у вас еще предстоят, да, этот счастливый момент рождения ребенка, не лишайте его детства. Поверьте мне, вот ничего лучше детства, ничего лучше детского садика у ребенка, да, может, в голове и не заложится, но нету. И кроме того, да, коллеги, давайте мы запомним один момент, что на самом деле то, как будет реагировать ребенок, как он будет адаптироваться и как он будет в дальнейшем себя вести, закладывается в периоде от 2 до 4 лет. Через переход кризисного периода 3 лет. Вот когда происходит момент, когда кризисная, да, эгоцентричная модель поведения, вот я тут, и вокруг меня вращаются все вот эти планеты. Мама, папа, бабушка, дедушка должна перейти да, в нормальное понимание своей роли и своего места в обществе. Что такой же, как все, и обязан подчиняться общим правилам и требованиям. На вопрос, да, об индивидуальности, ну, коллеги, еще раз говорю, вы можете заниматься по различным методикам. Я сейчас об этом скажу отдельно. Но ключевой момент, вот прямо вот заклинаю вас, не лишайте ребенка все-таки детства. Ну, о возрастных критериях мы будем говорить подробно. Почему это очень важно? Потому что именно с кризисными периодами стартуют некоторые психические заболевания. Например, да, с кризисом 5-6 лет стартуют синдромы нарушения двигательных. С кризисом 12 эмоциональное нарушение. После 12 включаются, да, идиомоторные, то есть процессы психического заболевания связаны с мышлением. Да, еще раз говорю, если логического мышления нету у ребенка, то как он может там оценить свой там, бред или не бред? Есть некоторые такие компоненты, да, по которым врач-психиатр может определить, что у вас есть, да, так называемые рудименты вот этого состояния. Но, как правило, старт все равно происходит, да, вот смотрите, как природа мудро делает. Старт каких-то психических заболеваний происходит тогда, когда до этого все-таки доходит развитие. Психика – это система, где все взаимосвязано. Вот, коллеги, вот здесь перечислены все функции психики.
Их можно рассматривать как отдельно, но, конечно, мы все должны рассматривать во взаимосвязи. Есть, да, изолированное нарушение каждой функции, но чаще всего они за собой тянут всю психику, всю личность. Дефицит внимания, что за собой потянет? Дефицит внимания, конечно же, потянет дефицит памяти, дефицит обучения. Да, дефицит внимания, да, не позволяет удерживать количество инструкцию долго, да, сидеть на занятиях, соответственно, поползет настроение. Да. По сути говоря, я сейчас описал синдром СДВГ, гипердинамичного ребенка, о котором, да, тоже сейчас поговорим. Очень важен компонент речь. На нем буду останавливаться, потому что многие считают, что речь – это отдельная функция, никакого отношения к психике не имеющая. Коллеги, речь – это психика, это вторая сигнальная система ребенка. Именно через нее пойдут потом все психические процессы, в том числе и обучение. Ну и о мышлении, да, я уже чуть-чуть затронул. 3 уровня мышления. На самом деле классификация мышления я около 10 знаю. Но вот, коллеги, да, максимально, чтобы было понятно, не уходить в эти дебри, у нас есть наглядно-действенное мышление, конкретное и логическое. Повторюсь, да, когда вы приходите и вам говорят, что вы в год развиваете логическое мышление, коллеги, давайте понимать, логическое мышление – это отвлеченное мышление, да, это понимание того, что может произойти, это прогнозирование своих поступков. Скажете, да, но вот ребенок 1 раз обжегся, и он же 2 раз уже не пойдет, это же тоже логика. Нет, коллеги, это как раз установление причинно-следственной связи. Подошел, установил, больно, запомнил, больше тебе этого делать не надо. А логика, да, горячо, это что такое? Да, ребенок, ну, я грубо говорю, там, сунул руку в кипяток. Он понял, вот это горячо. Потом он подходит и сунул руку в чашку. Вот это горячо. Потом еще куда-то прислонился. Вот это, вот наглядно действенно. Притронулся, больно. Что же такое логика? Логика понимания, да? Везде, где огонь, везде, где нагрето, это всегда будет боль. А значит, к этому подходить не надо. Ну вот, коллеги, иногда приходится вот на таком уровне объяснять, ну, потому что действительно, самое удивительное, что иногда это приходится объяснять и психологам, и преподавателям, что не надо требовать с ребенка какие-то повышенные требования. Здесь моменты такие очень интересные, да, и мы не понимаем процесс научения и запоминания от осознания. Да, ребенок у вас может читать 2 года, механический навык складывания, но осознавание и понимание того, что он прочитал, не произойдет. Ну, прочитал он продукты. Вот отдельно изолированное слово он не поймет, но привязав его, да, к продукту, к собственному опыту, что там продается что-то, он может понять, что, да, вот это слово ассоциируется с этим. Опять же, это наглядно-действенное связывание, а не логическое. Ну и вот эти все компоненты, коллеги, да, они потом формируют личность. Многие говорят, если личность, что маленький ребенок – это уже личность, которую нужно уважать права. Коллеги, абсолютно с этим согласен. Маленький ребенок тоже имеет право, да, что-то требовать. Но как мы к этому должны относиться? С высоты своего возраста, конечно. Маленький ребенок в год может потребовать идти гулять без шапки. Конечно, мы его не пустим, да, потому что с высоты нашего возраста мы знаем, чем это может закончиться. А значит, шапку надо надеть. Он имеет право, вот мы со своей, да, говорю, он имеет право выбрать шапки. У нас 4 шапки, я говорю, кнопка, что выбираешь? Она подойдет и говорит, вот эту с кисой. Вот это ее выбор, это я уважаю. Но она всегда пойдет в шапке. Это моя обязанность, да. Поэтому мы понимаем, есть права, есть обязанности. Вот ошибка, не знаю, коллеги, извините, но современных, да, многих структур, мы объясняем детям, что такое права высокого возраста, но всегда забываем про обязанности. У нас есть уполномоченный по правам ребенка, но почему-то нет уполномоченного по обязанностям ребенка. И вот это тоже надо понимать. Да, личность существует, да, личность развивается, но опять же мы должны все переносить на возраст. Не можем мы позволить, да, ребенку в 11 лет он приходит, я буду курить, потому что я взрослый. Ну, коллеги, это уже нарушение наших, да, прав, это уже наша зона ответственности. Поэтому, опять же, мы должны четко понимать, с каким возрастом мы соотносим требования. Ну, опять же, да, вся система, чем хороша детская психика? Детская психика хороша своей пластичностью и динамичностью.
И вот тут очень важно, чтобы, да, если у вас есть проблемы, чтобы вы попали к нужному специалисту. Я все это буду объяснять, да, на конкретных примерах, чем чаще всего сталкиваюсь. Например, да, вот на примере логопедической группы мы потом рассмотрим, да, как многие воспринимают речь и как надо работать со специалистом. Но смотрите, как происходит, например, эволюция эмоций. Когда мы с родителями вживую работаю, я вот говорю, ребята, назовите эмоции, вот самые простые эмоции. И когда многие начинают говорить, многие даже не понимают, что эмоций это всего 10, всего лишь 3 из них положительные. А все остальные отрицательные. Вот вы можете посмотреть, да, у нас всего 3 положительные: интерес, радость и удивление. И я могу сказать, что они также появляются в определенном порядке. Сначала идет интерес, потом удивление, только потом радость. Но не может новорожденный ребенок, да, вспоминаем свою крошку, когда родилась, полностью мимичное лицо. Что она делает? Сосредоточенно за вами наблюдает. Да, научилась фокусировать зрение, появился интерес. Увидела знакомое лицо, появилась радость. Поменялось незнакомое лицо на знакомое лицо мамы на незнакомое лицо тети, удивление. Поэтому мы видим, что любой процесс, вот вы никогда не заставите ребенка развиваться вперед своего процесса. На психике вот это очень тяжело показать, но я показываю это на примере ходьбы. Вот понимаете, вы можете нанять 100 реабилитологов, 100 физиологов, но если у вас есть возрастная критерия, да, что ребенок начинает ходить там, с 7, там редко, с 6 до уж там редкость, где-то в среднем у тебя ребенок начинает ходить от 9 до года, плюс-минус месяц. Понимаете, наймите вы 100 реабилитологов, 100 физиологов, он у вас в 2 месяца не пойдет, что бы вы с ребенком ни делали. Вот с психикой приблизительно такое же. Только мы почему-то считаем, что над телом, да, издеваться нельзя, а вот над психикой мы можем что делать, все что угодно делать. И именно вот эта возрастная нагрузка несоответствующая часто психику детскую ломает. Но, опять же, в результате своей пластичности результаты могут быть не здесь и сейчас. Ребенок, еще раз говорю, пластичная система. Это косточку нельзя подготовить, а человеческую эмоцию можно как-то перенастроить, загнать, напугать и так далее. Поэтому вот к психике надо, конечно, четко относиться. Я буду это неоднократно говорить. Все хорошо в возрасте. Каждому своему возрасту. Потом у нас за эмоциями идут уже, да, формирование более сложных чувств, пока мы доходим до высших эмоций. Любовь, дружба и уважение. Что такое любовь? Я часто задаю вопрос. Вот, кстати, да, коллеги, вот для вас что такое любовь? Если есть какие-то ответы, можете прописать. Что для вас такое любовь? Многие пытаются привязать к какому-то, да, объекту любовь. Вот это. Один ребенок, да, очень интересно дал определение любви. Когда младшая сестренка подошла и спросила, да, Ваня, а что для тебя любовь? Для меня любовь – это класть шоколадку, которую ты воруешь, в одно и то же место. То есть это способность к пожертвованию. Поэтому, это, вот видите, забота, сострадание – это все высшие, да, такие чувства. И понятно, что для ребенка года и 2 это содействие развитию, росту, это Наталья, наверное, педагог. Да? Поэтому, коллеги, надо всегда с ребенком общаться на том уровне, на котором он находится. Да, любовь, комфорт физический, психологический. Видите, комфорт. Вот, коллеги, да, это вот такое высшее способность к самопожертвованию. Пожертвованию ради любимого человека, пожертвованию ради ребенка, не раздумываясь. Любовь к родине – это тоже, да, патриотизм. Поэтому в этих чувствах, коллеги, очень интересно разбираться. Если, да, вы имеете какое-то отношение к психологии, надо клондайк интересов и для собственного развития, для собственного понимания. Я, скажем так, до специализации в психиатрии, да, несмотря на свое гуманитарное образование, многие вещи описать не мог. И мы часто очень пользуемся именно такими способами. Я говорю, да, опишите свои чувства. И знаете, что интересно? Большинство не умеет описывать свои чувства. А если ты не умеешь описать, значит, ты это не прочувствовал, да? Не всегда можешь выразить словами, да, вот все,
вот так вдыхают, а чего дальше? Это очень важно иногда проговаривать. Ну вот и мы должны понимать, что любое состояние, в том числе психическое, оно может быть кратковременно. Это я все на примере пока эмоций рассказал. Аффект. Взорвался, потух. Настроение – это то, в чем мы пребываем длительное время. У нас настроение, да? Поэтому что такое, да, крик и истерика? Это эффект, который выдает либо с целью, да, дискомфорта, либо с целью требований, либо с целью боли, либо с целью привлечь внимание. Удовлетворили, эффект прошел, да, ребенок выровнялся. Не удовлетворили, но эффект вечно продолжаться не может. Да. Характерный вопрос, который я задаю, сколько ваш ребенок может истерить? Ну, нормальный ответ 10-15 минут, ну 30. Но когда мама говорит, он у меня 2 часа орать может, я говорю, слушайте, зайдите, поговорим, пообщаемся на эту тему. Поэтому, конечно, коллеги, очень важно, да, динамичность чувств понимать. Есть короткие, есть длительно, а есть стрессовые ситуации, да, которые выбивают нас из общей ситуации и требуют от нас мобилизацию каких-то внутренних психических чувств. Вот еще одна важная составляющая. Это реальный пример. Ко мне приходит пациентка, говорит, я хочу поступить на ваше отделение, желательно на круглосуточный стационар. Ну, скажем так, редко, да, мамы такого возраста вдруг так целенаправленно приходят. Я спрашиваю, для чего вы это хотите сделать? Он говорит, я хочу, чтобы вы определили интеллект моего ребенка. Ну, знаете, госпитализация здесь не требуется, в принципе, да, мы можем провести 2-часовое комплексное исследование, чтобы понять, на каком уровне да, находится в интеллектуальном развитии ваш ребенок. Она говорит, да, а мне психолог сказал, что надо на 8 занятий прийти. И каждое занятие по 3000. Я говорю, а что у вас психолог будет определять-то? И вот она мне дает вот это, 8 типов интеллекта. Ну, коллеги, давайте не путать психологию и психиатрию. Вот, если вы придете ко мне, я вот 8 типов интеллекта вам не определю, мы не этим занимаемся. У нас довольно-таки прагматично, да, что для нас такое мышление? Интеллектуальное развитие. Это предпосылки интеллекта, память, внимание, да, о чем я говорил, и тип мышления. В соответствии с возрастным я могу только умственный интеллект. Но вот еще раз говорю, почему я очень аккуратно вас призываю вот к таким работам. Часто всего, да, вот давайте мы определим вот в 3 года, в 4 эмоциональные, межличностные, ну есть эти методики, да, коллеги, но давайте мы должны понимать, что от нас психолог-то должен, хочет, да, если это платный медицинский центр, ну, коллеги, для меня это, ну, просто вытягивание денег. Вот это огромное количество методик, которые сейчас существуют, но, вот, честно говоря, иногда родители продвинутые приходят и говорят, что вы скажете там про методику такую-то? Я, честно говоря, я не знаю. Мама говорит, а что ж вы, да, вы доктора не знаете? Так потому что я-то доктор. Я свои теории все знаю. А вот эти все психологические, околонаучные часто, я не могу все знать. Да, например, направление психоанализа знаменитого существует около 400 видов только. Да, психотерапии. Там только психоанализов около 20 видов существует. Но это не значит, что я должен знать все 20 досконально. Нет, да, вот есть наше определение, здесь нам легче. И здесь родителям тяжелее, да, потому что вот тот соблазн, многообразие, и, говорится, вот он и ведет. И где-нибудь кто-нибудь да найдет, да, если у него есть цель из вас выманить деньги на вашем ребенке, он всегда найдет за что либо вас зацепить, либо вашего ребенка. Вот тут, коллеги, да, максимально призываю вас аккуратно реагировать на все эти вещи. И вот, хотите или нет, но вот лучше общих стандартов определения все равно ничего не существует. Все остальное, вот эти виды, они могут помочь. Наверное, проблема номер один, если раньше мы работали все-таки больше с детьми, то сейчас больше мы вынуждены работать с родителями. Родителями сейчас быть нелегко. Да? Я тоже, кажется, родитель, я вот даже имея специализированную подготовку, иногда сам теряюсь, или там у меня волосы дыбом встают от тех теорий, которые я только не слышу. Но ключевая, опять же, проблема наших детей – это завышенные амбиции современных родителей. Почему-то мы считаем, что ребенок уже в 2 года должен читать, в 4 года знать 2 иностранных языка, но, ребят, не поможет. Да, еще раз говорю, не решайте ребенка детства. У нас как сейчас? Ножкой дернул мальчик, да, вот на картинку свою, папа, все, футболист. Мама сидит рядом, нет, отдадим в бальные танцы. Бабушка, нет, помощник на огороде. И дедушка сидит, а он у нас вообще супергерой. Да, коллеги, вот не надо определять еще по 1-2 движениям
кто там будущий ребенок, да, очень часто почему-то уже на своих детей мало родившихся уже такие амбиции свои накладывают. Чаще всего это происходит, да, когда родители сами в чем-то не реализовались, и говорят, ну, хоть вот не в себе, но я в тебе реализуюсь, и давай ребенка тебе реализировать всеми этими вещами. Поэтому, коллеги, ребенок развивается, вы можете выбрать направление, в котором ваш ребенок удачен. Вы можете увидеть действительно направление, в котором ваш ребенок успешен. Я не математик, я не человек математического склада, я гуманитарий. Поэтому у меня родители видели, да, это чтение, болтливость, да, и там, любовь там, к просмотру там, книг и всего. Да. У меня сосед это там палочки складывал, камешки классифицировал, сейчас там где-то занимается математикой. Поэтому не надо думать, да, что ребенок хорошо кричащий, это будущий оперный певец. Все, вот поверьте мне, жизнь все на свои места поставит. Постепенно вы увидите, в чем активен ваш ребенок, в чем его потенциал. Все это будет видно. Вот, наверное, основная проблема. И мы сейчас даже, еще раз говорю, больше работаем с родителями. Раньше родительство – это был просто процесс воспитания. Да? Все ресурсы и родителей, и школы, и государства были направлены на сам процесс воспитания. Была жесткая идеология, да? Был набор одной образовательной программы, были меры поддержки. Все это существовало в одной колее. И родитель, да, может, это и не хуже, да? Он знал, как его будут читать, да, учить в каком классе, к какому классу он должен знать таблицу умножения, да, когда он там пойдет туда и туда и туда. Сейчас время возможностей, и часто родители, они теряются. Огромное количество альтернатив дается. А так как у нас теперь каждый эксперт, в интернете там вообще, я не знаю, специалистов, что, ну, бывают такие случаи, приходит ко мне родитель, говорит, мы к вам лечиться, вот этот препарат назначить, вот этот препарат назначить, и вот эти уколы. Значит, все, да, через 21 день я приду, ребенка заберу, танцует, пляшет, таблицу умножения знает. Я говорю, так вы ко мне-то зачем пришли? Вы же все знаете, так назначайте, покупайте, идите. И ответ, но вы же врач. Понимаете, как назначать мы, а как ответственность нести, это врач. И вот больше сейчас, да, нас даже волнует, нас, я имею в виду, да, врачей даже всех, это, конечно, то, что ребенок для современных родителей, это некий, да, ребенок это презентация родителей. То есть вот не сам ребенок иногда важно, а как он выглядит, что обо мне подумают, как он дальше будет реализовываться. И вот это очень опасная тенденция, потому что когда вы думаете, как реализовать свою амбицию, да, вы чуть-чуть забываете о ребенке. И вот с этим нам приходится очень-очень жестко, да, работать, да, когда приходит мама и говорит, мой ребенок дебил. Я говорю, ну на чем основывается ваше такое заключение? Ну как, ему 5 лет, он даже читать не умеет. Или считает на пальцах. Я говорю, а где вы вообще видели, что ребенок должен 5 лет читать? Нам в школе сказали. Ну, слушайте, я в школу пошел, не умел читать. Ну, как видите, мне это не помешало. Видите, сейчас языком работать, и презентации рисовать, и работать. Вон, истории сейчас пишем такие, и обрабатывать огромный материал. Поэтому надо понимать, да, вот что для вас важнее, как вы выглядите в глазах, или все-таки ваш ребенок и его детство. Нормы, коллеги, нормы есть. Давайте жестко, да, я обозначу, есть нормы. Они не значат, что они четкие, они не значат, что они жесткие. Но есть четкий средний вариант, есть, да, коридоры так называемые. Они есть в физическом развитии, да, вот, например, ребенок, вот, ну, давайте, вот, самостоятельно ходит от 9 до 17 месяцев. Вот когда я учился, у нас норма была 1 год, плюс-минус 2 месяца. Вот у меня ребенок пошел в год и 3. Я там даже чуть-чуть переживал, пришел, я уже 20 лет педиатрией не занимаюсь, да, раннего возраста. Я пришел к знакомой, говорю, надо бы массаж поделать. Она говорит, что случилось? Ну вот год и 3, я говорю, вот пока у опоры ходит. Она говорит, Юра, говорит, все поменялось. У тебя еще, говорит, 3 месяца в запасе. Я говорю, как так-то нас учили? Так, ну, учили так. Но нормы, они и есть пластичные.
Но все равно верхний край есть. Вот если, да, в 17 месяцев ваш ребенок не пошел, ребят, ну пора обращаться. Опасность в чем? В двигательных все-таки мы какие-то жесткие рамки соблюдаем, да, мы понимаем, да, что ребенок не ходит в 2 года, что с ним что-то не так. Вот опасность психологии, да, и психиатрии, то, что психические нормы, они вариативно плавают, да, и действительно, вот, например, речь, да, вот это прописано, да, но это не значит, что ваш ребенок действительно это должен знать. Есть у нас и активный словарь, есть у нас и пассивный словарь. И вот к этим нормам, конечно, надо относиться, с одной стороны, максимально внимательно, и с другой стороны, максимально аккуратно. Речевое развитие, вообще, да, на него очень много завязано. Сейчас дети начинают говорить позже. Вот это факт. Вот с чем мы сталкиваемся. И к нам часто приходят родители, и говорят, вот 1,5-2 года еще не говорит. Я чаще всего сталкиваюсь вот на этих 2-годовых профилактических приемах и спрашивают, а что? Я говорю, что вот давайте так, вот если, ну, приходит в детский сад, да, например, устраиваться в этот возраст, и я спрашиваю, какие вопросы, какие проблемы вас беспокоят. Чаще всего называют либо поведенческие, да, отсутствие дневного сна там или неумение сидеть там, длительное время, опять же, сколько ребенок там, 5-6 минут норма, а не 30 минут урок должен высидеть. Но чаще говорят вот именно речь. Я говорю, давайте так, вот идите на полгода в детский сад. Если через полгода не разговорится ваш ребенок, да, тогда подойдите, мы, да, подумаем, назначим вам лечение, да, или обратиться к специалисту. Многие родители меня не понимают, они говорят, а что за полгода произойдет? Вы хотите сказать, что мы за 2 года не научили ребенка говорить, а его за полгода там научат? Вот, коллеги, поверьте мне, дети научат. Сколько бы, да, методик мы не предлагали, сколько бы ни говорили родители, их ходят, ну, не получается, но вы родители. Отдают ребенка в детский сад. Да, но все равно вот стоит он, тычет, дай, скажи слово. Но ну, все равно он вас сломает, да, если у вас еще есть система такая воспитания, все равно потом уступить. А вот в детском саду, сколько бы он ни тыкал, ни злился, пока он не скажет, что он хочет, его сосед не поймет, а они равные по возрасту, как там, да, су-су-су. Вы дома знаете, дай сушку. А сосед будет переспрашивать, чего тебе дать? Су-су-су. Так сусу или суску? И вот пока они, да, не найдут. И вот самое интересное, что многие речевые прорывы именно когда идут в детский сад. Смотрите, не мы учим, а дети друг друга учат. Вот об этом тоже надо всегда помнить. Цифровые технологии, влияние, я тоже сейчас поговорю, что легче сейчас телефон сунуть, да, сиди, молчи, смотри и слушай. Но, как показывают исследования, человек, слушающий игру или мультик, не воспринимает эту речь как общение. Поэтому, да, он слышит ее фоном, но как общение он ее не воспринимает. Поэтому очень важно со своими детьми говорить и общаться. Ну, вот здесь мы подошли к очень такой тонкой грани. Это, наверное, первый период и самый такой большой период по наблюдению обращений родителей, которые к нам обращаются. Это норма, запущенность по интеллектуальному развитию, задержка и отставание. Вот это вот буквально с месяца до 18 лет. Вот эта проблема волнует, если да, есть какие-то трудности. 3 диагноза мы можем выставить. Я повторяюсь, диагнозы – это задержка психического развития, задержка речевого развития и отставание. Это степень умственной отсталости. Есть еще социальный диагноз, социальная либо педагогическая запущенность. Но врач это выставить не может. Скажу сразу, такого диагноза нет. Это некое такое, да, социальная характеристика. Если ребенок приходит из социальной семьи, специалисты могут дописать, да, чтобы обратить внимание, по их мнению, почему это происходит. Но я сразу скажу, такого диагноза у нас в психиатрии нет. И вот тут мы сталкиваемся с первым, наверное, да, серьезной такой проблемой, когда родители тревожные, мнительные, да, или нуждающиеся, как они думают, в реализации, происходит их первое столкновение. Это попасть в логопедическую группу. Мы спрашиваем, зачем? У вас все нормально. С одной стороны, вот в логопедическую группу хотят попасть норма, да, дети там, которые нормально, спрашивают, зачем у вас специализированная группа? Коллеги, давайте понимать, речевая группа – это специализированная группа.
для детей с нарушениями речи. Напоминаю, речь – это психическая функция. Ответ стандартный. Меньше народу лучше готовят к школе. Но это разве функция специализированной группы? Функция, да, это группа развития речи. И наоборот мы видим, да, когда с задержками психического развития, либо с отставанием, также хотят попасть в эту группу. Нет, мой ребенок не дурак. Я хочу, чтобы он сюда ходил, пускай с ним логопед занимается. Но, коллеги, если у вас задержки, либо да, у ребенка есть отставание, так вам логопед не поможет. Логопед – это вот постановка звуковки, да, но внешний реал кажется, что ребенок работает со многими, да, но он работает все-таки с набором таких стандартных методик. Если задержка и отставание – это дефектолог, выискивается дефект, низкий уровень памяти, низкий уровень внимания, и с этим работаются. Для этого существуют методики. Поэтому вот эта каша в голове у родителей, да, с одной стороны, мы не хотим нам суда, а с другой стороны, у нас есть проблема, но мы не хотим, чтобы у нас вот этот профильный специалист. Он создает как раз нам вот эту такую возню в детском саду, да, и вот это первый такой серьезный этап встречи вот таких обеспокоенных мам или имеющих с врачом-психиатром, да, и не всегда, как говорится, мы можем убедить. Проблемы, я могу сказать, когда уйдут эти проблемы уйдут в 5 классе. Такие дети, да, если есть, их могут и начальная школа тянуть, но обвал происходит в 5 классе, говорится, выше природы ты не скаканешь. Но вот уже, и, да, мы видим, что очень тяжело родителям. Тут, конечно, надо аргументировать и показывать, именно рассказывать, что речевое развитие – это часть функции. Но речь у вас вторична, потому что у вас вот здесь западает проблема, здесь. Исправите вот это, речь сама вытянется. То есть, но здесь уже, конечно, умение больше общаться с врачом. Поведенческие проблемы всегда у нас, да, ранний возраст – это гипергенетические, но мы здесь должны четко понимать. У нас, к сожалению, активный ребенок часто относится к категории гиперактивных. Вот, коллеги, у меня есть сейчас, было только что, если бы сейчас он был, вы бы его слышали. Это, да, ребенок, который 3 часа в день спал, который там мог скакать на ноге 4 часа, я один раз замерял, просто вот так кругами носиться. Вот это истина, да, все-таки мы должны понимать. И другое дело, когда просто активный ребенок, да, конечно, и вот почему я говорю, не надо усаживать в детском саду детей за парты. Я в одну, говорю, студию пришел, дети сидят. Я говорю, сколько у вас урок длится? Я говорю, 35 минут. Я говорю, у ребенка от 4 лет 30, я говорю, вы что делаете до 35 минут? Вот у нас не может высидеть 35 минут. Так он не должен сидеть. У него норма 15-20, это в лучшем случае. Вот отсюда, да, возникают эти проблемы. Понятно, что потом, когда идет ребенок в школе, первый этап – это нарушение письма, чтения и счета, если это не поведенческие проблемы. Но тоже тут первые 2 класса, потом все на свои места встает. Детская шизофрения и аутизм. Вот про аутизм отдельно будем в следующей лекции говорить, потому что не разобраться нам за короткое время, что это за состояние. Ну и довольно часто мы сталкиваемся с системными неврозами. НРС, НКПРС. Коллеги, до 4 лет этот диагноз не выставляется. До 4 лет это все считается вариантом нормы. Но это не значит, что надо ждать 4 лет и, да, день рождения прошло, ребенок встал, не писается, не какается. Нет, конечно, надо приучать к горшку. Сейчас мы ходили на собрание, нам предложили ребенку, да, но мы отказались. У нас есть возможность еще на полгода дома посидеть с этой ковидной ситуацией, хотя да, вроде собрались, но ковид решили полгода потерпеть. Мы приходим, да, у меня уже ребенок пьет, ест, да, и памперс иду на ночь. Оставшиеся 90% детей не едят, не пьют и все в памперсах. И это уже, да, и педагоги это уже воспринимают нормально, да, ну вот. Поэтому еще раз говорю, да, надо иметь ориентир, но, коллеги, это не значит, что в 4 года все по мановению палочки уйдет. Конечно, ребенка надо приучать, ребенком надо игровые формы. Мы 3 месяца, папа крича пипи, да, ребенок, если вижу, да, занимает стандартную позицию, все равно не может убежать, кажется, да, все, подойди, скажи, там, потом и в трусиках присаживайся. Ну, это долгий процесс, если у вас были дети, вы через это все проходили. Никто не сказал, что будет легко. Ну и тики, и заикания, но, опять же, здесь разобраться надо, невролог это или психиатр.
Проблема в чем? Проблема в том, что по инвалидности действительно психические расстройства, нервно-психические – это первая тройка. По инвалидности мы занимаем, но часто инвалидность у нас не обоснована. Просто говорят, там, ребенку с ДЦП, с фенилкетонурией, да, сходи с Дауна, да, синдромом, сходи, у психиатра легче получить. Но, коллеги, это не значит, что если вы получите, да, у нас вы будете получать льготные лекарства по своему направлению, там, эпилепсия. Эпилепсия я рекомендую, если есть эпилепсия, ребят, ну это невролог, это не психиатр. Да, из-за нарушения поведения легче получить у нас. Но льготные лекарства мы в том объеме, как невролог, выписать не можем. Поэтому все-таки здесь надо жестко держать, да, вот какой специалист, да, у вас все-таки там получать инвалидность. Хотя, да, лучше, да, мы об этом не говорили, но как, если есть, да, лучше подсказать. Вообще проблема такой батализации психиатрии, ну, на примере современных технологий видно. Смотрите, сколько терминов из психиатрии. Цифровой аутизм, цифровое слабоумие, Facebook депрессия, номофобия, фантомный звонок, нехимические виды зависимости. То есть мы видим, да, что все тяжеленные диагнозы просто батализируются, и у нас уже депрессия, ну что, ну депрессия. Хотя депрессия – тяжеленное эндогенное заболевание. Там, полгода я должен наблюдать, чтобы только диагноз выставить, да, первый легкий эпизод. И вот эта батализация, да, бросание вот этими терминами иногда вот как раз способствует вот такому легкому отношению. С одной стороны, мы боимся, а с другой стороны, готовы, как говорится, вешать ярлыки направо и налево. Факторы. Ну, факторы традиционно мы делим на три большие группы. Наследственность. Тут, к сожалению, ничего не сделать. Тут надо принимать ситуацию и, соответственно, с этим жить. Социум – это воспитание. Сейчас поговорим об этом. И влияние цифровых технологий тоже обсудим, потому что это сейчас задача номер один. Как ребенок общается с гаджетами, какое влияние он оказывается. Ну и медико-биологические, тут тоже, да, сейчас мы все рассмотрим. Генетически. Понятно, что ничего мы не сделаем, если родился ребенок с синдромом Дауна. Есть диагностики ранее, но вот в последнее время я сталкивался с несколькими мамами, которые даже знают, что не будет ребенок Даун, рожали. Они говорят, мы понимаем, мы принимаем. Я, как говорится, не могу ни да, ни нет сказать. Это решение матери, да, понимает она тяжесть, не понимает. Но это ее решение. Я не могу здесь никак влиять. Если она принимает решение рожать, да, это ее выбор. Если она принимает решение прерывать беременность, это тоже ее выбор. Я не могу здесь повлиять. Но современные, да, методики диагностики все-таки, я к чему призываю, да, более качественно проходить все эти вещи. Если есть какие-то особенности, предрасположенности, лучше, да, почитать заранее, да, понимать, к чему это ведет. И есть методы, да, которые позволяют снизить этот риск рождения. Но если ребенок уже родился, да, здесь надо принимать ситуацию, что жизнь не закончилась. Такой же ребенок со своими особенностями. Да, и там много наследственных заболеваний, и самое известное, наверное, это синдром Дауна. Если ребенок родился, сейчас фондов много, такие мамы не остаются без поддержки, государство помогает. И я уважаю таких родителей, да, много у нас, и к нам приходили, мы им помогаем, мы работаем с ними не всегда, и на позитиве, да, но все равно вытягиваем, стараемся вот вопросы именно отказов вот как-то пытаемся профилактировать. Пока вот все остаются в семьях. Ну, как можно снизить, да? Ну, вот алкоголизм матери, понятно, да, или алкоголизм отца – это риск по умственной отсталости. Алкогольный синдром плода, и причем не обязательно там, как говорится, кирять постоянно, да, там в третьей стадии алкоголизма хронического. Но во время беременности, да, понятно, что нету безопасных доз алкоголя. Вот уясни, в принципе, нету безопасных доз алкоголя. А в беременности стаканчик ничего не случится. Ну, коллеги, я не знаю, да, как там произойдет и будет ли это последствия. Но вот конкретно четкая связь у алкоголиков, дети с дементными, с умственной отсталостью чаще рождаются. Курение. Если курит мать, курит семья, в семье кто-то, это риск недоношенности, либо риск ребенка с малым весом.
практика показывает, да, что у таких детей эмоционально-волевая сфера как чаще всего страдает. Поэтому вот такие-то меры, конечно, можно предусмотреть и как-то уже договориться с партнером и самой для себя какие-то выводы сделать. Медико-биологические факторы тоже большое влияние оказывают, да, это и течение болезни, использование антибиотиков во время беременности. Очень важен психологический фон мамы во время беременности. Конечно, лучше спокойствие. И за ананасом бегал, и там киви с шоколадом, все было. Но, мужики, терпите 9 месяцев, они того стоят, чтобы потом, как говорится, дальше спать спокойно. В родах очень много факторов, но это даже больше, наверное, вопрос уже к педиатрам или акушерам, как все эти вещи минимизировать. Все это мы должны понимать. Конечно, в жизни может произойти все, и травмы, и тяжелые инфекции, нейроинфекции, осложнения вакцин не застрахованы. Да? Здесь, конечно, надо четко понимать и принимать все меры. Да? Само собой не рассосется. Конечно, надо тут и с специалистами жестко работать, в жесткой связке, выполнять их рекомендации, а не бегать там по бабкам, шаманам. Ну, коллеги, просто лично, да, из практики, что такое иногда насмотришь, волосы дымом встают. Ну и нагрузки, конечно, мы должны четко понимать, не выдерживать детские системы тех нагрузок, которые иногда предъявляет современный мир или даже больше родителей. Поэтому здоровье детей в ваших руках, мы это должны понимать. Воспитание – важнейший фактор. И да, здесь два процесса, говорится. И из нормального ребенка можно сделать психопата путем воспитания. И наоборот, да, психопата можно выровнять до нормы. Здесь, конечно, все от стиля воспитания зависит. Вот вчера какой-то дикий пример, да, мать в болезни, ребенка затащила в болезнь. Прямо вот видно, вот их мощнейшая, да, связь, вот разорвать бы ее ребенок-то, да, тихий, нормальный. Она там сама сидит в 100 масках, ребенок только вот на комиссии смотрели, я говорю, зачем? Вот, и давай при ребенке. Когда вы не понимаете, ковид, я читал, что у детей сложнее, дурочка ста. Вот, да, стигматизируют ребенка. Вот таких систем воспитания огромное количество. У нас был дикий абсолютно, да, пример, но это наша больная. 3 года она воспитывала мальчика как девочку. Никто в подъезде не знал, даже бабки, да, девочка привозят по скорой помощи мать, а в машине сидит девочка. Я просто знал эту мать, старшего ребенка, да, я наблюдал. Я выхожу, говорю, слушай, Таня, я же второй-то парень. Я говорю, так это парень. Завязанными длинными волосами, в женской, да, одежде. Ну, коллеги, да, еще раз говорю, воспитание, да, это вообще ключевая позиция. Детско-родительские отношения, того, как вы относитесь, общаетесь, да, конечно, это очень важно. И в первый период, да, до 4 лет, конечно, контакт должен быть максимально плотным с вашим ребенком. Еще раз повторюсь, много закладывается там. Вот смотрите, да, например, завтра буду лекцию по интернет-зависимости читать, если интересно, могу скинуть ссылку. Вот в каких семьях, по какому типу чаще всего развивается зависимость. Неважно, интернет-зависимость, либо алкогольная зависимость. Это воспитание по типу потворствующая гиперопека, красавчик, что хочешь, что и делай, я полностью для тебя. Доминирующая, все зажать, да, и в протестной реакции, да, эмоциональное отражение, не беспокой меня, своими проблемами не хватает. И гипопротекцию, ушел, слава богу. Ну, я так утрирую, да. Конечно, вот 4 линии поведения – это вот чаще всего у зависимых детей. Неважно, химическая, не химическая зависимость. Ну и уровень агрессии, например, от линии поведения отца. Да, непоследовательность, автономность отца, директивность отца. Исследования показывают, что ребенок показывает больше уровень агрессии в игре виртуальной, которая потом моделируется. Поэтому вот эту золотую середину, конечно, тяжело найти. Часто спрашивают, вот я как использую, да, ну, коллеги, у меня ребенку, еще раз говорю, 1,5, мы не смотрим телевизор, у меня ребенок никогда не видел, как я сижу в телефоне, кроме звонка. И ничего, я говорю, что читает, танцует, сама выучил уже полалфавита. Любимое занятие – это книжки, мультики, но, слушайте, все в книгах есть. Самый большой подарок, да, папа с командировки приезжает,
это куколка, она знает, что привезу с вашего региона, тоже привез, да, ректору большое спасибо. Книгу, которую мне подарили, у нас уже все расштудировано, все уже дяди, тети, все мы уже все рассмотрели. Поэтому я ребенку благодарен. Я телевизор меньше стал смотреть. Жена, спокойно живем в своем, мире, да, и не так все страшно. Ну, коллеги, да, уже времени много. Надеюсь, что все-таки вам было интересно. Да? Эти проблемы мы потом рассмотрим. Мы про игрушки посмотрим, мы про аутинги родительские. Но вот если, да, меня смотрят мужчины, не знаю, есть ли мужчина у нас на вебинаре или нет, но я бы вот рекомендовал еще и мужчин на свои вебинары. Если вы мамы смотрите, сажайте мужчину рядом, потому что действительно, если ребенок уже был, это опыт уже есть, а вот когда мама, да, впервые, тут, конечно, мужчина должен понимать, да, что может быть и почему мы должны мать поддерживать. Здесь, да, не в крике, да, что я пойду погуляю, схожу в магазин, это с ребенком, а именно поддержка матери. Особенно та, которая в первый раз, это много, да, проблем, лишь бы она не свалилась в депрессию, не дай бог, в невроз и так далее. Что все отражается на ребенке. И ребенок все эмоционально чувствует. Да? Мать внешне может быть спокойна, но когда стучит, все клочит, ребенок чувствует сердцебиение матери, да, конечно, это четко видно, да, у меня, когда супруга нервничала, но она такая внешне, да, такая спокойная всегда, но вижу, я даже по ребенку видел, давай я подержу, и я спокойнее, и ребенок, да, уже раз и спокойнее засыпал. Вот укачивал. Колики с 8 до 22 у нас как по часам. Колики чаще всего я укачивал ее, я ходил. Что я врач, я это видел, я спокойнее на это реагировал. Жена у меня круги описывала, с этим шпумизаном стояла и трясло, но тем не менее преодолели и, как говорится, спасибо друг другу сказали. Поэтому, конечно, маме надо оказывать большое внимание, и бабушек, и дедушек, если надо, приглашайте. Не надо, да, не надо сравнивать со своей эпохой, даже с другими детьми, если из одной семьи не надо сравнивать. Да. Каждый ребенок – это отдельная вселенная, отдельный человек, отдельная личность. Поэтому, да, давайте и с уважением относиться, и не мешать. У него свой путь развития, наша задача помочь ему этот путь пройти с минимальными потерями. Все, коллеги, да, надеюсь, были мы вам полезны. Перебрали мы 10 минут буквально, да, за счет технических этих вопросов. Коллеги, если есть вопросы, пишите. Если есть обратная связь, пишите, да, с удовольствием пообщаемся. Да, Марина Владимировна, если получится, да, наша следующая встреча, там мы чуть-чуть побольше по болезням походим, по критериям вот, разницы. И, наверное, такие больше профилактические меры предупреждения уже, да, конкретных психических заболеваний, да, как по образовательным программам чуть-чуть походим, да, разница между различными программами. Поэтому, в принципе, и третий урок – это цифровая безопасность. Это самая востребованная тема, да. Поэтому, коллеги, пишите, может, у вас какие-то пожелания есть, с удовольствием все эти темы, направления отработаем. Все, коллеги, большое спасибо. Традиционно жду 2-3 минуты, если вопросы. Если есть вопросы, группа наша ВКонтакте есть. Можете там посмотреть какие-то вопросы, можете написать. Коллеги, не гарантирую, что отвечу сразу или там в течение 2-3 дней. Запросов много, работаем на всю Россию. Ну и приглашаю завтра, да, если есть желание, на корпорацию «Русский учебник», мы завтра будем работать по интернет-зависимости. Я буду читать большую лекцию, полуторачасовую. Будем разбираться, что же такое, да, интернет-зависимость, как она на нас влияет. Все, коллеги, вопросов нет. Они бывают в двух случаях. Либо аудитория уснула, либо лектор хорошо рассказал, и вопросов нет. Надеюсь на второй все-таки вариант. Все, коллеги, спасибо, берегите себя. До свидания.